Бишкектин кумкуу түшкөн Ош базарында скрипканын үнү жаңырып жатат. Көпчүлүк классикалык музыканын ызы-чуу базардын так ортосунда жаңырып жатканына таң. Каарманыбыз Айсене Маматова коомчулукка анчейин жайыла бербеген классикалык музыкаларды адаттан тыш көрүнүш болгон коомдук жайларда, базарларда, коомдук транспорттордо жана бульварларда ойнойт. Айтымында негизги максаты ар түрдүү маселелер менен көңүлү чөгүп жүргөн адамдардын маанайын көтөрүп, жакшы эмоцияларды тартуулоо. Мен сүйүнүп атам ушу кыргыздын маданиятын көтөрүү үчүн чыгып аткандарчы. Обычно азыркы биздин заманда баары эле акчага ойношот да. А бул кыз болсо, ошо мен элестетип атам да, чет мамлекетте ушундай маданият аябай жетишкен да. Бизде жок да мындайлар. Анан карабайсыңар, ойногон ушундай мына эме абсолютный слух экен да. Мен ушу башталгандан бери көрүп атам, ушу кыз жерге эмеңерди жайып коюп атканды ойлодум. Мен бул азыр бул кыз байкуш тыйын сураган атабы студентпи деп ойго кеттим да, ушинтип токтоп калдым мен. Анан токтоп калсам, бул элдерде чогулуп, жакшы эме ойноп берди, аябай жакшы. Молодец, ушундай кыргыздын ушундай кыздары көбөйсүн. Бул деген элдин духун көтөрүп атат. Азыр Ош базарга киргенде жөн киши, жөн чыккан, күлүп чыккан кишини карап көрбөйсүң. Баары эле кайгырып эле, мисалы үчүн этке кирсең, эт ала албайсың. Пенсияга бир 5000 пенсияга же эт аласыңбы, же май аласыңбы, же чай аласыңбы, же ун аласыңбы. Азыр карап турсаң, келаткан элдин баарын байкап тургулачы. Кабактары бүркөө, эчтеке ала албай, ушундай кыйналып жашоо болуп атат да. Азыр ушул элди карап турсам, мен аябай жүрөгүм ооруйт да. Анан бул кыз ушундай элдин маанайын көтөрүп, ушундай бекер ойноп атат. Бул кызга ийгилик, өсө берсин. Карап көргүлөчү, азыр канчалаган киши чогулуп кетти. Айтсаңыз, азыр бул жакта реакция болду го, элдерде дайым эле ушундай болобу? Кандай? Рухсат берсеңиз, орусча жооп берем. Реакция у людей всегда похожая, но обычно в таких простых местах людей реакции больше. Они восхищаются очень, потому что для них это в новинку. Это в первый раз, да? И для них это что-то новое. Они очень искренне радуются всегда. А в таких местах, как, например, торговый центр, даже если выступить, люди немного так более спокойно реагируют, но всегда положительно, всегда хлопают, всегда благодарят. Таланттуу кыз көпчүлүктүн концертке барууга каражаты, чолосу жана убактысы жок экенин белгилеп, эгер адамдар маданият үйүнө барууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, чыгармачыл адамдар өзүлөрү элди аралап маданий байлык таратышы керек дейт. Коомдук жайларда ушинтип музыка ойногон кандай идея кайдан чыкты? Идея? У меня эта идея появилась за буквально 2 минуты. Мне просто захотелось выступить там, где люди обычно не слушают классическую музыку, где обычно это неприемлемо, да? И я подумала, почему бы не выступить на базаре? Самое ближайшее мне была точка Ош базар. Я решила просто приехать, попросила друга, запиши, пожалуйста, со стороны, как будет смотреться. И вот так вот на ура записала, на ура сыграла. Я не знала, что будет такая реакция. Всем очень понравилось. Я была тоже очень рада. Они были в шоке и просили еще раз прийти и еще раз выступить. Я сказала, что я в следующий раз с аппаратурой приду, чтобы было всем слышно. И обязательно полноценный концерт дам бесплатно. Потому что обычно как делают? У нас в филармонии проходят концерты, в опера-балет. И туда люди специально покупают билеты, приходят послушать музыку. Это я уважаю, так надо делать. Уважающий себя музыкант так будет делать. Я просто решила пройти мимо стандартов и взяла, идея появилась, сразу решать. Я не люблю, приходит мне идея в голову, я не люблю ее держать в голове, я хочу ее сразу выполнить. То есть я не могу сидеть на месте, да? Честно говоря, мне нравится больше вот так вот выступать. Вживую, неожиданно, просто чтобы люди мимо, те, кто проходит, они послушали, остановились, постояли, послушали и наслаждались музыкой и ушли. Так, случайно, да? Выступать где-то мне тоже нравится, но это уже совсем другое, совсем другие чувства. Мне больше нравится для простого народа выступать, чем в каких-то таких, знаете, ой, вот это все. Это, конечно, можно, да, но это чисто как заработок уже. А вот так мне нравится просто так выступать для народа. Когда я выступила в первый раз в Ош базаре, я раньше никогда не выступала вот так на улице. Честно, в жизни никогда, это первый раз.
И я не ожидала, мне потом, через минут 10-15, стали деньги вот туда ложить. Хотя у меня скрипка не открыта, да, так, ну, чехол. И некуда даже ложить. Они просто как-то бросали, пытались как-то отблагодарить, вот так, там, цветы дарили, да. Просто пытались от души, наверное, благодарство свое выразить. И так делают обычно. Но я заметила, простые люди, у кого никто, ну, кто из себя не выделывает, просто вот от души приходят, они вот так вот отдают. А вот, например, после этого я сделала эксперимент. Я пошла в Азия-молл специально и выступила там тоже. Там была совсем немного другая реакция. Людям было как-то так, они так просто смотрели, ну, играет, и все, да? И ничего такого не было. Просто там кто-то поаплодировал, 30 человек где-то собралось вокруг меня. Я сыграла, быстро они такие аплодисменты и ушли, да? А вот такой реакции, как там, не было, да? Это разница большая. В основном они просят сыграть национальное, да, кыргызское, какое-нибудь произведение, песню, даже которую я не знаю, честно. Какую-то, может быть, старую русскую песню, а может быть, то, что сейчас у нас наши звезды поют. Ну, я просто не слушаю такую музыку, поэтому не знаю. Но если я услышу один раз, я могу подобрать на слух. Айсанемдин ар түрдүү коомдук жайларда скрипка ойногон видеолору интернеттеги көп катталуучусу бар баракчаларга тарап кеткенден кийин үзгүлтүксүз мына ушинтип коомдук жайларда скрипка ойноону чечкен. Интернет-пабликтерге мен выступлениеден кийин жакын досум айткан, балким интернет тармагына жүрө берсең жакшы болот эле, бир телеграм канал бар, ошол жака жөнөт деп. Анан кийин макул, көрөлүчү эмне болот деп. Бир 4 сааттын ичинде эле карасам инстаграмда кечке чейин бирөө жазып атат, подписка болуп, эмне деген бул? Аны карасам, ошол МКСтен ошондой публикация болуп, мени чыгарышыптыр. Аябай таң калдым, шок болдум. Кантип депчи, анткени эч нерсе ойлогон эмесмин. Маегибиздин аягында каарманыбыз өзү тууралуу кененирээк айтып берди. Ал ата-энелер баланын талантын өз убагында байкап, керектүү колдоону көрсөтүшү керек деп эсептейт. Мои родители, они с самого детства в меня вложили очень многое. То есть с 6-7 лет я уже пошла в музыкальную школу. Я пошла в музыкальную школу сначала на класс фортепиано, но когда я услышала скрипку, в коридоре где-то я услышала скрипку, кто-то играл, я влюбилась в этот звук и решила, что можно было бы узнать, что это вообще за звуки. Я даже не знала слова скрипка тогда. Я увидела, открыла дверь, и оттуда как будто бы такой свет полился на меня, я это запомнила на всю жизнь. И я влюбилась в звук скрипки и сказала: мама, я хочу стать скрипачкой, я хочу играть на скрипке. И после этого я поступила в музыкальное училище имени Куренкеева. Ну, параллельно со школой училась еще и в училище. Также я одновременно поступила в художественную школу. Там я получала 5-летнее образование и стала тоже... у меня есть квалификация живописца, художника, да? Я еще с детства люблю рисовать. Честно говоря, рисовать я люблю больше. Я научилась держать ручку в руке, наверное, быстрее, чем начала говорить. То есть я с самого детства рисую, это мое любимое дело. Я сама художница, и мне всегда, я вот без этого никак. Именно поэтому я, наверное, и выбрала себе дополнительную профессию как мастер перманентного макияжа. Я еще делаю перманентный макияж, делаю людей красивыми. И мне это очень нравится, я получаю наслаждение от этого. То есть все, чем я занимаюсь, я очень люблю и стараюсь сделать максимум из того, что я делаю. И мне нравится приносить людям радость. Очень нравится. Я от этого получаю еще больше энергии, позитива, и хочется делать еще больше и больше. Именно, наверное, поэтому я решилась и пошла выступить даже в такое место, как базар. Обычно там никто не выступает, а мне хотелось просто радость людям принести, даже в самый обычный день. Вот, наверное, это была одна из причин. Все, что я добилась, это все благодаря тому, что меня очень много вкладывали родители с самого детства. То есть меня возили в музыкальную школу, меня забирали мой инструмент,
все, что нужно было, они мне дали, да. Поражаюсь, спасибо большое родителям, что они вовремя во мне увидели мои способности, таланты и поддержали меня. Всегда поддерживали. Я говорила, я хочу туда, хочу на курсы, хочу на это. Они меня всегда поддерживали, давали возможность. Многим детям так не везет, как повезло мне, да. Поэтому я это очень ценю, и я хочу, чтобы все мои усилия и усилия моих родителей в первую очередь были не напрасны. У меня вообще такая история жизни, то что в 12 лет у меня не стало моей мамы. Моя мама была акушером-гинекологом, она была врачом, и с самого детства я видела беременных женщин много, в родильные залы попадала. Я со скрипкой с музыкальной школы приходила, и так вместе, да, для них играла, для беременных, они так радовались. И в 12 лет я решилась матери. И для меня это был большой-большой удар. У меня еще есть старшая сестра, она пианистка. Она вообще умница, она молодец, закончила консерваторию в Москве. И благодаря ней я и поступила в Москву. 2 года, то, что я пробыла в Москве, очень положительно на меня повлияли. Увидела, как живут на самом деле люди. Раньше я, могу сказать так, всегда была под опекой кого-то. Родители меня там поддерживали во всем, да, а в этот момент я резко как бы срубила все концы, да, и надо было стать самостоятельной. Многому я там научилась в жизни. Наших соотечественников, кыргызстанцев, там очень много, как вы знаете, в Москве наши работают. И я видела, как некоторые люди очень сильно, им тяжело в жизни. То есть уезжают только ради заработка и больше ни о чем не думают, как бы больше заработать в день, да. Видя все это, мне становилось грустно, я понимала, что я хочу, хоть что-то хочу сделать, хоть небольшую, ну, такую, может, мелочь, но как-то вклад нести в свою страну. И думала, я даже не знала, как я это буду делать, я просто сюда приехала, стала потихоньку работать, мне нужно работать, это как бы все должны делать, зарабатывать. И думаю, параллельно надо как-то поднимать культуру нашей страны. Но я не понимала, как это можно сделать. Если люди не ходят на концерты, в филармонию классической музыки, если у них и так много своих проблем, им просто не до этого. Я решила, почему бы не пойти и в простых, обычных местах не выступать, в общественных местах, да? Где бы люди послушали, может, они бы одумались, подумали о чем-то более глубоком, более духовном, да? Потому что культуру можно поднимать только через духовное просвещение, да? Даже наша страна, экономика будет развиваться, если люди будут образованными и культурными. Это самое главное. Поэтому я для себя такую цель поставила, что хоть какой-то небольшой, но вклад я хочу внести. Это миссия, да, в моей жизни. И пока что я вот только начала свой путь и надеюсь, что он будет... Я буду только расти и расти. Мы хотим больше помогать людям, которые, вот детям особенно, у которых есть таланты, способности, но нет возможности развивать их, да? Очень много у нас талантливых ребят в стране есть. Хочется им помогать, их развивать, потому что наша страна, будущее ее строится, вот это наши дети, да? Маленькие дети. Если мы их будем воспитывать, если дадим отличное образование, то и страна наша будет развиваться, я так думаю. Поэтому у меня есть такая идея тоже давать моральную поддержку, психологическую и финансовую тоже. Поэтому в данный момент я очень упорно занимаюсь своим делом, то есть не просто лишь бы как бы заработать, да, а я действительно кайфую от своего дела. Вот первомоментный макияж, то, что я занимаюсь, или то, что делаю, еще выступаю где-то, что-то. Это, думаю, все к чему-то приходит. Я знакомлюсь с разными людьми, они дают свою поддержку, и как-то так мы растем постепенно. Вот. Поэтому надеюсь, что вот эти все мои мечты сбудутся.